Все. Бесконечность. Ну, то есть. Почему я не вижу это? Заглушать. Гуще, все. Так, марш дой, массо. А мне телехаусар хой, как когда-то говорили. Так, давай. Теперь надо говорить, хаме телефон хаусар хой. Хами телефон хаусар. Телеграм хаусар хой, если быть точнее сказать. Телеграм хой. Телеграм хаусар хой. Они же смотрят. Телеграм ладугар хой, хаусар хой. Комбинации, как телезрители. Хаусар ладугар хой. Или ладугар хаусар хой. Нам не обязательно на русский манер. Ой, телеграм хой. Я чан. Ремесло, телеграме ошивающиеся люди. Все понятно. Хорошо, я тогда начну. Марш довел, что хами телеграм хой. Сообщество телеграммистов. Так, Хаймерс, иди в этот свой type to search, поиск алязинчиги. CMD, а что язер? Команд. Консоль. Это называется консоль. Он не консоль, Хари, признайся. Цар. Почему она называется консоль, знаешь? Нет. Хорошо, краткий экскурс в историю тебе компьютерной техники. Когда-то компьютеры были дорогими, большими, как, не знаю, трехэтажное здание, где-то в подвале стояли. И, как ты понимаешь, на одном компьютере много людей работало. То есть там не один чувак имел доступ, личный PC сана. И вот много компьютеров, не один компьютер был, и много подключений было. И у каждого был экранчик, они сидели, и каждый мог компьютер что-то там, не знаю, какое-то вычисление делать у себя. И у каждого вот такой черный экран был, который, как сейчас видишь, она называлась консоль. То есть консоль это просто доступ к этому самому компьютеру, таким этим печатным способом команды ему даешь. И этих консолей было много, там несколько человек могли одновременно с компьютером работать. Вот это вот так. И программисты до сих пор вот этим команд-лайн работают. А то, что ты там мышкой двигаешь, это оболочка просто. Она, кстати, появилась позже. По-моему, где-то конец 80-х. Нет, начало 80-х, по-моему, вот она уже появилась. Мышки, потом Windows, эти окна. А изначально на компьютерах все вот этим, через это работали, через консоль, или через командный терминал. Есть у него название терминал. Где ты находишься, ты же видишься, Миллар Хохаймерс, что ты находишься в users, и название твоего компьютера это Борз 0. Чтобы в консоли, в терминале, в какой-то папке, в какую-то папку пойти, ты должен написать две английские буквы CD. Пиши CD. Сделай отступ, space. И напиши с большой буквы desktop. Рабочий стол по-русски. Нажми Enter. Cannot find path specified. То есть я не могу найти бахцу этот path, что странно для меня. Хорошо. C1. Да, попробуй так написать. Ты, похоже, действительно неправильно написал. Нажми Enter. Опять-таки. Что это такое? Так, найди эту папку CS50 Web. Мышку наведи туда, курсор. И щелкни 2 раза. Открой.
Так, щелкни это вверху Internet Explorer. Я хочу выяснить, почему мы не можем так. В эту окошку, где написано, нет, где написано CS50 Web. Лока, вот, да. Щелкни его 2 раза. Не копируй адрес. Щелкни просто. На пустом, не на самом этих словах, а на пустом месте в этом окошке просто щелкни. Во. Так, ага, у тебя OneDrive, а не десктоп. Что мне странно какой-то. И все, совершенно, все, я вижу уже, что там написано. Копируй его и Ctrl-V. Ctrl-V язня. Что делать? Ctrl зажатие. Не, Ctrl зажатие, V. Нажми V кнопку. Все, и духа адрес. Нажми Enter. Да, вот ты находишься внутри папки этой. Вот папки, что, если ты сейчас напишешь старт и пробел точка, то ты откроешь вот это. Попробуй. Напиши старт. Точка. Нажми Enter. Во, видишь? То есть ты зашел в папку. А закрой его. Закрой. Я просто тебе учу немного терминал работать. Теперь в этой можно нажми, опять напиши CD блога, change directory блог, он директория, тихиц. Напиши CD. Ага. И сделай отступ и 2 точки. Enter. Говорю, что случилось? Ты вернулся на одну папку наружу. Ага. То есть ты находился в папке CS50, а сейчас ты находишься на рабочем столе. Опять напиши CD. Пробел 2 точки. Ты вернешься еще на одну. И теперь попробуй вперед наоборот. CD, рабочий стол язня. Аскамота язня. Я, видимо, на русском написано это. Что странно. Попробуй. Да? Он у тебя русский язык понимает. Понятно. Теперь зайди в эту папку CS50 я сделал. Вот сейчас как программист будешь работать. Опять change directory, CD. CS50. О, ты зашел в папку. Теперь ты можешь в этой папке создать другую папку. И ты опять-таки можешь это сделать не мышкой кликая, а прямо отсюда. Команда для этого называется mkdir. Make directory по-английски. mkdir. Да, вот, пробел. И пробел, пока не нажимай Enter. Просто mkdir, и ты должен дать ей название. То есть просто mkdir хочу, он это не примет. Какую-то папку, название папку, которую ты хочешь создать. Антитеррор. Все, ты создал папку, теперь в эту папку, вот экран, где-то эта директория, подвигай эту командную строку, посмотри, может за ней эта директория создалась, где-то она должна была создаться. Она же в папке создалась, нет? Она в папке, открой папку, сори. Действительно, не на рабочем же столе. Во, создалась антитеррор директория. Давай, закрой. Закрой это окошко, и давай мы теперь в эту директорию зайдем. Как заходим, проверим. Научился ты, как ты зайдешь в эту папку? CD, правильно. И название этой директории. Не, раяк. Убери это. CD и антитеррор просто. И ты зайдешь в эту директорию. Видишь, теперь если ты нажмешь старт и точка, отступ точка, ты в этой папке откроешь этот. И впритык язва Мегон, не нужно обязательно от него. Видишь, ты зашел в эту папку. Все, закрой опять немножко командный сакать болба амнахо.
Чуть-чуть, конечно, чуть. Напиши CD и отступ ел, то есть на одну папку наружу rvalchi.ott. Точка. Enter. Во. И теперь мы его откроем при помощи программы Visual Studio Code, эту папку. Напиши code, отступ, точка. Все, врубай. Enter. Видишь, ты открыл свою любимую уже программу Visual Studio Code, редактор для программистов. Так, чтобы тебя как бы натаскать, можешь все стереть. Аля. И будем писать это все по-новому. Дальше ты должен уметь с нуля это все. Убери тексты, стирай все просто. Не обязательно содержание просто. Ну, аян, да. Разницы нет. Все, ты в папке, все нормально. Начинаем с начала. На колу начала, начинай сначала ее. Так, оставь папку антитеррор, она тебе не нужна. Или хочешь, да. Хаил, никуда не уходи. Так, что нужно делать для того, чтобы начать писать сайт какой-то, не знаю, веб-интерфейс какой-то ты хочешь написать? Добавить файл. Добавляй. Индекс. Да. Вообще ты можешь дать ему любое название, хоть ишак, хоть лошадь, но когда ты будешь загружать свой сайт на какой-нибудь сервер, хостинг, у этих серверов я управлять еще и там, что там стоит у них. Может быть, Windows сервер стоит, скорее всего, Linux стоит какой-нибудь. У него есть такая особенность, он ищет вот этот файл и считает его главным, отправной точкой, откуда все остальное будет воспринимать. То есть он будет искать индекс файла, чтобы его отобразить. Запросить. И уже с этого индекса будут все импорты там разные, короче, от других твоих страниц. Индекс, точка, какое расширение мы должны использовать для Hypertext Markup Language, язык текстовой разметки для интернета. Index.html. Да. Бинго. Пиши, ученик. Все, ты создал страницу HTML, Hypertext Markup Language. Теперь, чтобы тебе нудно не писать все, что там было, хотя можешь для тренировки написать, но чтобы тебе нудно не писать, это напиши восклицательный знак, и редактор тебе автоматически предложит создать страницу HTML. Да? Кликни по этой. Все. Иди за этому, написано, где документ, там ты будешь дашь название своему этой странице. О чем? Да? Давай напишем калькулятор, например. Попробуем? Небольшой такой калькулятор, маленький. Напиши калькулятор большой буквой. Поправь ошибку. Калькулятор, я знаю. Пиши калькулятор. Угу, отлично. Так. Калькулятор. Зайди в тело нашей страницы, body, дочка. Ты находишься в странице head, вернее, заголовочном секции страницы head. Ты еще не забыл, что все это значит? В странице ядек. Это заголовок, который будет искать по поиску там. Да, отлично.
и отображается вверху на странице обозначение. Мы сейчас увидим. Короче, пиши для проверки, ну, допустим, заголовок H1 какой-нибудь заголовок. H1 я сделал. H1. Нужна тебе клавиатура срочно. H1 и нажми Enter. Во. И давай что-нибудь напишем, чтобы видно было, короче, в каком месте. Ну, например, напиши большими буквами калькулятор тоже. Отлично. Теперь перейди на следующую строку. И пиши, например, параграф. P для параграфа. Тег он из параграф тег. Латинское P. Да. Нажми. И туда что-нибудь напиши. Здесь будет результат вычисления. Здесь будет результат, например. Или просто результат. Для экономии времени. Чтобы проверить, что ты сохрани все, что ты сейчас сделал, сохрани. И посмотрим на окошко. Ctrl-S, да? Браузер, да, Ctrl-S сохранится. Дон. Нажми на правую кнопку. И на своем в редакторе правую кнопку. В редакторе, да, правую кнопку. И написано Open with Live Server. Да. Это специальное расширение, extension, как называемый, который чувак один придумал, чтобы каждый раз тебе не обновлять вот этот браузер, окошко браузера, а Ctrl-S мотани он делает это за тебя автоматически. Итак, у нас есть страница и два словечка. Заголовок и параграф. А нам нужен калькулятор. Калькулятор Ешена, тебе нужно какой-то... Куда ты должен писать числа? Хаймерс, согласен ты? Да. Значит, тебе нужен окошко инпута. Инпут Бога, вход Богу. Или что-то во что-то, скажем так. Зайди, сделай новую строку. Перейди на новую строку. И напиши input на английском. Появится тег инпута. Оставь текст. Тип текстовый будет у нас, потому что ты будешь писать какой-то текст в это окошко. Цифру 1, 2, 3 или еще что-нибудь. Так, и еще тебе нужен еще один input. То есть еще одно окошко тебе нужно. Чтобы их отличать, пока не пиши ничего пока. Не тормози. Вернись назад, вернись на строку input. Как ты видишь, вот этот тег input, он одинарный, то есть нету закрывающегося тега. У других у параграфа и у заголовка H1 у него есть открывающийся тег и закрывающийся тег. У инпута его нету, то есть нет необходимости это делать. Но поскольку мы собираемся два инпута сделать, то есть мы же, например, два числа будем прибавлять один к другому, то нам нужно будет два инпута. В том деле мы их должны отличать. Чтобы их отличать друг от друга, нам им нужно дать имена. То есть идентифицировать их. Идентификационный номер нужно дать или какое-то слово, название. В том деле, зайди внутрь тега input перед словом type. Курсор туда. Да. Освободи себе место. Space. Вернись назад. И напиши
и ID по-английски. Identification. Вот. Щелкни. Enter. И он тебе, и дай ему какое-то название. Например, num 1. То есть number, число один был. No. Number one. NUM1. UM1. Можешь, если тебе английский интересен, написать целое number 1 просто. Пиши number 1. Все. Теперь я научу тебе трюк программистов, чтобы тебе сэкономить кучу этого времени. Оставь вот все как есть, оставь вот этот курсор там, где он сейчас мигает. Посмотри на свою клавиатуру, зажми Shift сначала. Shift меча. Det tar annars. Shift, держишь Shift, потом нажимаешь Alt. Shift Alt. И после этого нажимаешь стрелку вниз. Все. Как видишь, ты скопировал полностью строку. Ты так можешь скопировать почти что любой текст. Сначала выделить его. Разные вот эти шорткаты мы по ходу движения будем учить, чтобы ты мог быстро, написать код. Теперь тебе в этой самой инпуте нужно поменять number 1 на number 2. То есть сотри единицу и сделай двойку. Ты сэкономишь кучу времени. Нет, второчный. Да, второчный, естественно. По порядку обвел шпановый. 1, 2. Если бы еще третий был бы, то было бы 3. Все. Ты создал две input эти окошки для ввода этих цифровых значений. Проверь на своем браузере. Кстати, сделай так, чтобы ты его все время видел. Вот этот браузер. Уменьши свое это. Вот, да. Уменьши его, чтобы он видел все время. И обновляй его периодически, чтобы ты видно было. Ага. Теперь Ctrl-S и Extension. Но обновить ее. Все. Убери это. Так, видишь, у тебя есть два окошка. Попробуй туда что-то впечатать. Реагирует или нет, аж. Какую-то цифру ввести туда или слово написать. Нет, не туда ты пишешь. Ты не туда, не туда пиши. Не пишет. Не пишет. Подожди. Пишет. Почему ты говоришь, что не пишет? Потому что ты не туда писал. Так, все, убери это все. Вернись к продолжим программировать. Так, что нам еще нужно, как ты думаешь? Ты ввел два значения. Дальше-то что-то нужно, что-то нажать. На калькуляторе ты нажимаешь кнопку равно, например. Так ведь? Чтобы их результаты узнать. Кликни, Не, клика махья, что баттон по-английски кнопка. Баттон. Еще есть слово key. Key тоже это клавиша, кнопка, key. Сделай новый отступ, как всегда. Отступ где? По порядку. Каждый процессор выполняет код. Одна инструкция, потом следующая, потом следующая. Также понятное дело, что ты должен сейчас здесь пиши button, и он тебе предложит создать такой тег. Не делай, верни вот этот button на одну строку, закрывающийся тег Yachts. Нет нам необходимости освобождать место. Мы можем все на одной строке писать. Понял. Он тебе предлагает дописать его. Закрывающийся тег C11. Ты пропустил слэш во втором баттоне. Перед словом должен быть слэш, закрывающийся тег main. Посмотри на другие теги.
Да, только посмотри на другие теги, где находится слэш. H1, NI, PE, вот, там он находится. Убери этот боди. Все. И между вот этими тегами будет слово, которое будет написано на этой кнопке. Что будет у нас написано на кнопке? Вычислить или, не знаю, вычислить, или равно, или знак равна можешь, а можешь вычислить, написать. Что хочешь. Буду. Милуцигица Амельдеш. Ну-ка, вырубите ему микрофон. Бьёдешь, статит пишут я. Все? Так. Сейчас продолжим. Без. Сейчас продолжим. Так. Хаймерс, отступ шец. Убери. Притык вот тяй текш. Отлично. Так, теперь сделай Ctrl-S, чтобы обновить и увидеть кнопку на нашем этом самом браузере, окошке браузера. Включил? Все. Ты как бы ты можешь их сейчас CS файлы оформлением их заняться. Но лучше мы давай напишем программу, как это все хозяйство будет работать. На чем мы будем писать, как ты думаешь? JavaScript. Да, на языке JavaScript. Короче. То, что ты сейчас пишешь, это язык HTML, язык разметки. А мы будем писать на языке JavaScript. Чтобы написать на языке JavaScript, тебе либо отдельный файл нужно делать, а можешь прямо здесь внизу писать body JavaScript tag. Отдельный файл будешь делать, да? Да. Давай. Скрипт не связаны? Не связано. То есть название, это не важно. Ты можешь там что угодно написать, хоть я не знаю, хоть майор Джамбетов, это будет работать все равно. Скрипт в множественном числе, не, на всякий случай. Да, скрипт один. Скрипт и JavaScript расширение называется JS. JavaScript. For short. Все, нажми. Ты создал JavaScript. Пойди вообще-то, пока вернись назад на HTML. Чтобы тебе не скакать, он наглядно говорит, что происходит. Создай скрипт тег, потом переведем его в этот самый. После слова вычислить, новую строку освободи. Новую строку освободи. Да, под ней. Место освободи. Основа такая, сразу просто место освобождай и все. Да, еще больше освободи, чтобы эта разница была между ними. Вот, все. Пиши скрипт слово, и он тебе предложит создать скрипт тег. Скрипт. Отлично. Так, теперь освободи место. Вверх и вниз, внизу и вверху халите и скрипт тег. Щелкни, все. И вот здесь мы будем создавать на языке JavaScript логику нашей программы. Как это будет все происходить. Для начала нам надо, чтобы вот этот скрипт знал
То есть у него нет информации, что происходит на странице HTML, чтобы ее обновлять и оттуда какие-то переменные брать или что-то. То она сообщит, что находится на странице, на HTML. Это делается таким способом. Пиши const, константа Богдан. Сейчас появится язуща. ns. О, появилось. Сделай отступ. Напиши number one. Number 1. Отлично. Отступ. Теперь ты сделай знак равно, equal по-английски. Отступ. Равно делать. Так. Теперь я немного тебе проинструктирую, что как делается. Напиши window, окно по-английски. Где надо? Здесь же, да? Да, здесь же. Window появилось, ладно? Щелкни. Теперь поставь точку. О, отлично. Видишь, он тебе предлагает разные методы расширения, когда ты точку ставишь. И точки там важны, я тебе объясню. Это штука из объектно-ориентированного программирования, и вообще к программе относиться лишь. Пиши слово документ. Он сразу догадается, предложит тебе написать слово документ. Щелкай опять. Нет, не с большой буквы. Это не тот документ. С маленькой буквы хилди что. Ты не то выбрал. Все. Опять поставь точку в конце. И тогда он дальше предложит тебе вглубь нашего объекта идти. Нет, после документа точку. О, ставь точку. Так, документ. Теперь лака input 1 яц. И мою вещи. Нам нужен input 1. Вот input 1 есть некий ID, number 1 олш. И по-английски взять, кстати, немножко побольше ела, чтобы мы все видели, чтобы ты все видел на экране. Расширь вот этот окно, редакторе окно. Ага, во, правильно. Расширь второй. Нет, наоборот, правильно ты уменьши этот и увеличь тот. Да. Вова, увеличь, Макир. Все, еще увеличь, чтобы мы видели весь этот базар. Можно закрыть. Да, можно. Потом откроем. И в левом верхнем углу единицу синий кружок с единицей в левом углу. Не в правом. Самого вообще этого редактора VS Code в левом углу есть две страницы в ушах и единица в синем кружке. Угол. Можешь в угол экрана пойти? Поймешь? В левый верхний, не нижний. Ты сейчас в нижнем углу. Во. Видишь, что это синий кружок? Чуть-чуть внизу. На 1 сантиметр внизу. Во. Еще нажми на него. Все, закрыл. Attach и даулон и Explorer реакцию внутренней. А вот это мотание хайеллоны. Все, у нас мы все видим сейчас. Все, закрой его. Закрой. Щелкни и закрой ее это окно. Щелкни по ним. Все. Так, вернись назад. Продолжим наш шажок. Мы создаем константу, чтобы принять у него input значение яц.
из-за его, чтобы он в JavaScript его опознала, поняла, что вот что-то ему передают. Что после документ поставил ты точку, продолжаем оттуда писать дальше. Поставь курсор, где документ кончается слово. Window, документ. О, отлично. И теперь пишем get element by ID. Get Бога, взять Бога на английский мота. Элемент уже есть там, да. Get element by ID. То есть нам нужно поставить скобки. Нет, не фигурные скобки, а обычные, круглые. Это проклятая клавиатура. Надо тебе клавиатуру английскую, внешнюю. Придвинь ее, не это, сиротливо, дахликай. Придвинь ее к ID. О, все. Это егошние скобки. Не, мадиом. Это не функция. Не делай этого. Верни скобку на место. Все. Теперь внутри этого пиши, как ставятся кавычки одинарные, знаешь? Апостроф сам. Нужен апостроф. Или кавычки. Нет, это не то. Если не можешь, на экранной клавиатуре латей. Вот. Нет, это не кавычки. Так, зайди в этот Windows и экранной клавиатуры латей, чтобы нам времени не терять. Прокрути вниз. И специальные возможности. Вот, специальные возможности. Экранная клавиатура. Этот, да? Да, миссию. Теперь найди там апостроф. Нет, это не апостроф, это запятая. Где у тебя апостроф? Так, у тебя... Переключи, shift, переключить. Апостроф. Просто ты должен это нажать. Shift нажимать, по-моему. Воспитание, или? Да, не на shift. Shift и touch. Вот, хинчука питание. Когда он синеет, тогда это ты нажимаешь его. Не, я сейчас просто язык поменял. Ага, ты немецкий поставил, да? И тяжел. Это обычные кавычки. Ты можешь и обычные ставить, но я не рекомендую тебе обычные одинарные шотту еза. Почему у тебя не видно апостроф? Что это такое? Так, бактикс и апостроф. Вот это и есть апостроф. Вот аргентинок, по-моему. Кавычки шигяцери. Только ты должен... Где ты сейчас кавычки делал? Щелкни туда. В языке шхуйца-цахуйч. Хорошо, и так двойное еще, и так, черт с ним. Одинарное шизерное, но все равно двойное мы берем. Так, пиши. Number 1. Вот это самое ID, которое мы ему дали. Мы его будем использовать для обращения к нему. Аскамахтаядру. Или num1 про number 1. Понял? Да, number 1. Все, теперь можешь в конце поставить точку запятой. Точку запятой, да? Да, обычную точку запятой. Очень, очень хорошо. Пока ты клавиатуру не купишь, нельзя тебе дальше уроки. Вот, нашел. Вот апостроф тоже нашел Тесла. У меня есть клавиатура, просто я к ней не привык. Вот апостроф.
У меня на клавиатуре, в общем, русские буквы наклейки, и на нем, где апостроф, я нажал и апостроф поставил. Приятел Тесла. Тесла. Она он, он. Соца лох жутя. Хорошо. Кто-то позвонит. Хорошо. Ага. Все, слышно меня? Да. Тесла. Да, гигущий сон, тавычки шкарина. И Ахудей, убери это слово, вернее, эти кавычки, а другие, большие, это двунарные вот эти кавычки. Убери вторую тоже. И вместо него одиночный поставь. Все. Теперь, Хажал, один тебе ты можешь опять-таки, используя вот этот трюк, которым я тебе показал, зажать Shift-Alt и стрелкой вниз и скопировать такую же точно строку. Потом поменять ему эти number 1 на number 2 в обоих. Number 2. Все, и нажми правую кнопку мыши и формат документ. И скрипт так, не широт до чигахдоха. Пусть он отформатирует твою страницу. Правая кнопка мыши и формат документа рядом, да? Выше. Все, он сам вернулся на место. Освобождай теперь место под этим number 1. Нет, не там. Зачем ты там освобождаешь место? Потому что number 1 там. Тут number 2. Sorry, я подумал это. Ничего. Это моя вина тогда. Так, отлично. Что нам теперь делать? Так, нам нужно теперь... Ага. Вернись в кнопку button. Лака HTML. Кнопку button. Зайди в первый тег. Button в первый тег. Освободи себе место. Так, и пиши. Освободи. Еще освободи. Чуть-чуть. Step back. Во. Пиши. На эту кнопку, если нажать, есть специальная функция, к которой он обращается. Называется она on-click. Пиши on-click. Да. On-click, нам нужны названия функции. Сам придумай название функции на английском. Давай немножко ты. Название функции чего? Вычисление. Кнопки? Вычислять Бог по-английски calculate Бог, да. Назови функцию calculate просто. О май гарибал. Calculate. K-A-L-Q-C-U. Calculate. Поэтому, кстати, называется он калькулятор. Calculate. А-Т. Все. И функция обязательно имеет вот эти скобочки. Поставь скобочки. Здесь же, да? Да, здесь же. Вот все. Когда функцией обращаешься, ее всегда вот так пишешь. Параметр щира. Мы еще будем функции изучать, поэтому просто интерес потеряться. Да, и сразу чтобы ты понял, как это происходит. Да. По ходу дела будем все раскладывать. И переменные, и функции, и возвращаемые значения, невозвращаемые аргументы, и все такое. Так, Ажал, ты там сказал, что есть какая-то функция, которая, когда ты кликнешь на кнопку, она вызовется, то есть исполнится. От первой инструкции до последней совершит вот такое действие. Теперь вернись в свой скрипт так, и ты должен уже описать свою функцию. Ты функцию декларировал,
скажем так, там, вернись скрипт текст, где JavaScript у тебя. Не, прямо на той же странице, Мадувай, зачем ты? А скрипт текст, вернись туда, выше, сделай после первого тега свободную линию. Нажми Enter, И вот мы будем сейчас описывать функции, потому что все эти объявления, все это внутри функции будет. Она не должно быть снаружи функции быть. А функции кэкач исполнится диермадуется у нас. Пиши function dosh в JavaScript, чтобы объявить функцию, если она не стрелочная и не внутри там, анонимной функции, то ее так словом function. Function, отступ, space. И название функции ты знаешь. Пиши ее. Calculate. Он тебе подсказал. Так, теперь две скобки. Открывающаяся скобка, закрывающая скобка. Дальше. Выйди из кавычек, да, сделай отступ. Теперь тебе нужны фигурные скобки. Потому что тело функции состоит из внутри фигурных скобок. Да? Нажми Enter и раскрой эти фигурные скобки. Вот сейчас ты должен это сделать, что ты раньше пытался сделать. Enter нажми. Вот. Понятно. Теперь, Хажал, тот же трюк с тобой совершим. Вот видишь вот эти две константы. Констант номер 1, констант номер 2 и щелайняц. Выдели их мышкой. Обычно мода мышкой выделять. И теперь, используя Alt, не делай, что тебе не говорят. Все. Нажми Alt, кнопку Alt, и стрелкой вверх перемести эти две строки вовнутрь этой тела функции. Зажми Alt. Shift, Alt надо же, да? Не, Shift моя. Я не сказал тебе Shift. Следуй моим инструкциям. Shift это для копирования, а мы хотим их просто вверх передвинуть. Что делать? Зажми Alt и стрелку вверх. Ты уверен? А язык раз прямой, может, ты язык должен. Shift. Не Shift, а зажимать тишик. Alt. Alt вверх не работает. Странно. Очень странно. Хорошо, тогда я скопирую и вставь обычно. Copy-пост или cut. Не копия, а cut. Вот, cut. Ставить я. Должно было работать. Это, не знаю, это всегда работает. Все. Теперь освобождай дальше место функции. Дальше мы в это тело функции почти что все напишем. Вот здесь? Под номер 2 строкой, новую строку, комментик освободить, и все. Мы будем вот так идти, это все будет находиться внутри функции, потому что в страницу button detach, функции больше ничего он не зовет, не вызывает. Поэтому вне этой функции ты ничего писать и не должен. Так, мы сообщили JavaScript функции, что мы вот эти два инпуты, мы их знаем теперь. Теперь нам нужно input ввести mainни, совершить какое-то действие над этими инпутами. Например, сложить их. Например. Давай попробуем сложить их. Я так, сложение их больше. Напиши result. Const константу объявим. Const space result. То есть результат был. Const result. Так. И опять-таки равно result язи равно. И отступ всегда делаю отступ, равно язи. Отступ есть что-то. Во. Const result, давай 0 просто. 0 и точка запятой. Точка запятой. Все. Так, новая строка.
Теперь мы сложим, скажем так, result. Так, result я сделал. Можно было сразу там написать, но для наглядности. Result равно equal number 1 пробел, точка, не пробел, вернись, sorry. Точка, value, по-моему. Хахор нет валяцу, ему низ олцуна, value. Нет, веца, не W, а веца, да, value, value, Во, тарахилам дизайн, почему он нам value не показывает, интересно. Так, value, все, равно, вернее, не равно, а отступ сделаем. Возможно, мы что-то неправильно сделаем, но мы поправим. Плюс number, опять-таки, number 2. Точка value. Не слитно. Не делай отступ. Dot оператор, но value, вот, все. Точка с запятой теперь. Так, чтобы проверить, действительно ли у нас наш калькулятор работает, а скорее всего он не работает, сделай новую строку. Напиши console. Эта штука тебе очень, кстати, пригодится. И консоль. И консоле, рязин дождь, да. Щелкни. Точка лог. В консоли мы можем дебагинг делать. То есть смотреть, что он там не так, что у нас не так. Лог. L-O-G. G, то есть лог. И в скобках, делай скобки. Не отбирай. Это функция, это его скобки. Да, и там пиши result. То есть результат вычисления, он должен отпечатать в консоли, и мы должны его увидеть в теории. Точка с запятой в конце. В скобках? Нет, снаружи. Ты заканчиваешь строку. Посмотри на другие. Пример. Хажал, хапиниша. Все. Теперь Ctrl-S сохрани. Обновил ты страницу? Да. Все, на всякий случай там тоже обнови. Чтобы мы точно убедились в этом. Да, вот. Все. Так, теперь, нажми правую кнопку на пустом месте, где-то на пустом месте наведи курсор и посмотри, инспект, проверить, бухаязник, да? В самом низу. Ага. Все, так. Все, дела. Так, нам нужно найти консоль. Консоль дождаться. Какой-то тебе странный вот этот. Элементы. Внизу. Там нам нужно найти слово консоль. Какой-то он у тебя просто странный. Консоль. Консоль лахдиеш тубая, консоль лахдиеш что? Буха, язин. Элементы доштук, например. Там 3 точки видишь, нажми на эти 3 точки. Или на эти. Нет, не эти 3 точки, а слева которые. Не туда. Лево, право, лево. Вот 3 точки. Нажми на 3 точки. Возможно, откроется консоль. Копировать это. Не, и 3 точки. И так, и он говорит, езун, ты что-то не то делаешь. Убери. Нажми опять на 3 точки. Ага, редактировать, скрыть элемент. Нет, это не то. Возьми бухамол 3 точки тогда нажми. Стоп. Буха, язин дом консоль. Я просто не вижу из-за того, что здесь... Буха, консоль, язин, о, нажми.
У меня он скрытый был этот. Эти. Нажимай. Нажал. Умацахоль. Угу. Странно. Так, зайди в правый угол. Ой, а? Тебе кузя был коточек, бац. Сентерга хажа. Внизу был коточек, да. Нажми опять. Расположение клавиш. Так. Правильно его пояснить. Так, просто окно переключать. Я жду. И консоль нisi yazini ve oka Tesla. Язин дед, все язин. Буха просто и консоль, обычно браузер тебя массовым гушхоль. Я не знаю, что у тебя за китайский браузер странный. Этот консоль, тебя так плюс, у меня тут вот этот самый Telegram мне заслоняет, я не вижу, что у тебя происходит, короче. И консоль, да? Попробуй программу снова, и гуша снова, контрол. Проблемы, ты таехас, проблемы. Нет, нужен консоль нажимать, а не проблема. Все, вот, цаюк. Во, все, хайгучейл консоль, все. Никаких этих. Халака, короче, цифры ждуй, ввести, да, нажмешь. Халаи. Ты ее, оказывается, просто опустил вниз, поэтому я ее не видел. Видите? Наведи туда там единицу, например. Едит, не трогай. И уящаться, едит консоль. Лака, вы эти самые, здесь будет результат, или я заметьте гайной. Здесь это, да, туда вводишь 1, и в другой тоже 1 плюс 1 будем делать. Все, нажми вычислить, лака, кнопку. Все. Так, assignment to constant variable. Так, бла-бла-бла. Так, давай будем теперь ловить дебагинг делать. Видишь, он у нас ошибку нашел. Я же говорил, что это неправильно мы пишем. Так, вернись в наш Вернись. Сотри слово window. Так, просто он для наглядности я зиндоны. Window дошли, шинна, убери их. Оставь просто документ. Window мечаду. Window документ, я зинцегон. Number 1 равно window документ. Calculate функция. Да, только не документ стираешь, а window стирай. Вместе с точкой же, да? Да, вместе с точкой это убери просто. Window объект, и главное, и от него наследовать документ объект. Документ это вся страница твоя интернетовская. Так, теперь, видимо, его нужно так парсануть тогда, что учена. Надо его, потому что мы вводим строку, а ему для вычисления нужно сделать из него цифру. Освободим место под number 2. Здесь, да? Да. И перепишем. Так. К number 2 так. Хотя нет, мы можем сразу там сделать. Давай по-другому сделаем. Так, number 1 яц. Лакар. Сунт яха точка вот ты велу язя. Окей. Нет, наоборот, в другом месте. В другом конце. Ваш number 2, который в кавычках одинарно. В конце строки, да, перед точкой запятой. Перед точкой запятой. Ставь точку. И well напиши. Well. Да, теперь закрывающую скобку сделай. Все. Вернись в начало документ, точек. Сделай скобку тоже. Все. Теперь самое начало, опять-таки, перед скобкой. Курсор перед скобкой. Ага. И пиши parse из большой буквы int. Он тебе предложит писать. Parse float может. Могу что он тебе не сяду швацун. Parse float да я не тебе могу что он. Per s float до интернета.
Parse float. Нажми теперь. О, отлично. Ты строку в цифру перевел, в digit. Сделай то же самое со строкой ниже. Так, здесь документ убираем, да? Или нет? Нет, ты убирал window. Документ ты оставил. Да. Ты же видишь, что он оставил. Parse float. Ты слово документ съел. Верни его. Не получится. Не будет. Да. Отступ отставляется, поэтому ты съедаешь следующую эту. Ага, его ажан делал. Ты не отставляешь отступ, а отступ царишь, он всегда отступ делает. Поэтому он съедает предложение. Get element by ID. Да, я жду. Скобку. И все, и притык, верни его. Все, наконец-то. Так, пожалуйста. И результат дождаться. Дальше на строке ниже результат. Сон халхадол констатс и да и лет вот я лет. Солнце лет. Все, молотла. Так, и теперь убирай на яйца велу дошниш, дуешь, надо их мегарно. Буха стакаю, резал стакая. Number, просто number 1 плюс number 2 хилит. Сотри слова велу. Нет, не результат стираешь, а number велу. Мечауэй. Хорный тварь. Просто велу удалить не боя. Да, просто убери велу. Хорный твой, модервой, как велу. Точки цаны до деза или? Да, естественно, пустой точка, она же ни о чем. Точка, но это специально, чтобы ты в этот value нырнул. Хватанул ее из этого. Все. Инца, Ctrl-S. Все, попробуй снова ввести туда цифры и консоль адит. Ввести цифру там 1 плюс 1, вычислить. Нажми вычислить. Все, видишь, появилось 2. Работа. Попробуй еще раз что-нибудь там, не знаю, 20 плюс 30, что-нибудь серьезное. Выйдем с детско-садовского, 15 плюс там, не знаю, что хочешь. Вычислить. Все, вычислил. 1673. У нас получился калькулятор и кнопка плюс. Вычисляешь. Теперь, Ажал, ты это видишь в консоли. Нам нужно, на странице было виден. Где он должен быть у нас виден? Как ты можешь догадаться? В скрипте? Или... Мы же написали прям, здесь будет результат Альязин Мадуэ. Здесь будет результат. Не. На странице Халлака Гурюхон, калькулятор Буха Гурюхон. На этом, на браузере. Вот этот тег, параграф тег, Олсунах. И параграф тег яц, мы его будем использовать, чтобы он отображал результат. Сотри вот этот результат. Здесь будет результат, как дождь надо. Я тебе процедуру как бы тебе автоматизировал, чтобы ты это. А параграф тег яц, мы должны ему какое-то имя дать. Так, когда их много, они должны различаться. В данном моменте, хотя параграф тег дать, мы, конечно, можем без ID ему. Но для порядка, чтобы ты учился, давай дадим ему ID. ID мухло. Способ, как дают ID, ты знаешь. Input ID моделировающий.
инпуты на это. Просто первый тег отдел, и дай ему атрибут ID, идентификационный number. Так, ID, щелкай. И какой ID мы дадим ему? Давай дадим ID, так, результат очень плохой конфликт. Ну, о чем? Хотя не факт конфликта, мне кажется, он будет в этом. Так, ловится, результат долетал, если что, перепишем. Все, ID результат. Ну. Порядок, как ты можешь догадаться, с JavaScript, результат, ID, дели, цаха. И хайт туда диез. И хайт. Да. А number хайт модуль, вот то по такой же схеме ты идешь, короче. Освободи себе место. Const результ, да? Отлично. Под консоль лог метрик освободите. И здесь мы пишем const. Так, параграф, я результат моей. Хотя можно и... Не, и результат, да, и параграф я нету. Параграф нету. Да, одно английский будем учить. Окей. Да, параграф. Дошли? Немножко сложный дождь, он и пишется параграф. И тяхдал CF, да, вместо них сделай H, не PH, P, не PH, PH. По-моему, так пишется. Параграф. Ага. Да, я вспомнил. Не мой, и яздуй солнце. Ага, вот параграф. Вот назови константу внизу, которую ты этим словом. Параграф. И как идешь, так парс флот модила только, ты не должен его парсовать. Отступи равно equal. Документ get element by ID в скобках. Параграф. What ID? Get ID. Get me here. Get in my home. Get element by ID, да? Да, get element by ID. Скобка или нет? Естественно, лака, у тебя образец есть перед глазами. Документ get element by ID number 1 alias инцидент. Лака. Кавычки. Вернее, не кавычки, а эти одинарные. Ну, пишешь параграф дождь внутри. Есть еще другой способ, или ID цеш, query selector also, мы его позже будем изучать, но он то же самое делает. Просто ID это уникальный элемент. Так, кавычки кто будет ставить? Точка запятой, вернее. Так, освобождай место. New line. Отлично. Так, теперь мы сообщили JavaScript, что у нас на HTML странице есть paragraph tag параграфа, и мы должны его какое-то слово обновить. Скорее всего, мы должны написать так. Paragraph .value равно result, по-моему, мы должны. Попробуем, давай так. Значит, я все же таки давно это дело изучал. Но мы сейчас по-любому догадаемся. Интуитивно. Пиши. Paragraph .value
равно. А вообще-то собрала. Нет, well, ну попробуем с well сначала. По-моему, well не будет. Текст-контент user. Нет, ну напиши result. Точка запятой. И проверь на браузере. Введи разные цифры и попробуй рассчитать. Нет. Ничего не появляется, он съел его. Так, пишем тогда вместо value напиши text content. Содержание текста. Точка, и он тебе сам предложит разные варианты. Текст, вот появилась текст контент. Нет, translate моди. C3 и X. Вот, появилось. Ага. Попробую Ctrl-S опять обновить. И попробую опять совершить вот это действие. Ага, все. Великолепно, отлично. Мы закончили калькулятор. Поздравляю тебя. Мы сделали калькулятор, который делает пока что единственное, прибавляет. Если ты хочешь умножать, делить и отнимать, то ты должен эту функцию как бы расширить. И кнопки есть, дополнительные кнопки. Ты как бы примерно и действие попробуешь дома сделать, когда один. Ты будешь добавлять следующие кнопки. Например, вот эта кнопка «Вычислить», давай его переименуем в кнопку «Прибавить». Напиши вместо «вычислить» «прибавить». Или знак плюса просто. Попробуй знак плюса поставить. Все, обнови. Вот, видишь? И свой плюс ходил. Если хочешь другую кнопку, попробуй вот этот новую кнопку сделать просто, короче. Button LL. Button. Нажимаешь. И пусть она будет, например, знак умножить. И совершенно атрибут пока. Сам дома сделаешь. Мы слишком зрителей мучить будем, если мы каждый повторять лишь одно и то же. Умножить или да? отнять. Давай отнять subtraction. Отнять. Минус стать просто. Минус 3 это не минус. Какой-то знак странный, дьявольский. Отлично. Вот тебе минус. Точно? Она обнови, что ты не веришь, что это минус. Да, точно. И ты просто для каждого можешь отдельно функцию написать или одну функцию для всех. Просто у тебя будет там разные кнопки touch, разные функции вызывать тебе. И ты будешь делать вот он клик, и ты функцию у тебя будет называться прибавить или add. Потом у тебя функция будет отнять. Потом у тебя функция будет это, и так далее, так далее, так далее. Лакаязин задошка нан. И худохайн, это не будулаки заскочили и матерят тебя. Вот этот? Нет, на браузере. Гори? Да, нан лязин. Это не будулаки тебя матерят, это написано, что ввести число, да. То есть, если ты вместо числа вот в эту самую штуку, и input field, окошко входа, туда вместо числа напишешь какое-нибудь слово или букву, попробуй. Прибавь букву с буквой, попробуй плюс не так. Он где говорит none, то есть not a number, то есть от число, да, я не могу это вычислить. Попробуй теперь опять число вычислить. Опять все правильно. Вот как ты сам понимаешь логику дальнейшего программы, ты прибавляешь вот это, ты можешь также сделать, скажем так, ввести число, да? Минус, все, понял. Минус у тебя не работает, потому что для минуса должен написать тоже функцию.
которая делает, отнимает, потом функцию, для которой умножает, и функцию, которая делит. И у тебя будет все 4 этих основных арифметических действия. И как бы калькулятор твой. Потом ты CSS файл яц, и за кетчи еще кнопку щец. Вот эти все кнопки, там красиво все это оформить, сделать большой div, который их это... Примерно div мой, а я тебе покажу сейчас. Бодичу, вернись в свой этот редактор по-быстрому, у тебя div какой-то. Есть тег, да, вверх, да, вот этот, HTML. Оставь скрипт, ты можешь перенести в отдельный файл, чтобы он тебе глаза не мозолил, если тебе это. И бухар скрипт яц. Да. Cut. Правой кнопки мыши, cut. И вставь его в свой этот script.js. Убери скрипт теги, они не нужны тебе. Убери. Верхний тоже. И сделай это. Дай, она мои. Все одно. Сохрани. Ctrl-S. Вернись в индекс. И ты должен в него ссылку на него дать. У тебя ссылки нету. Внизу, самом внизу. Body тага. Напиши опять скрипт. Окей. Да, внутри body тага. Иногда я пишу, head яц, загал, тебе язу мегоны, но ты должен будешь тогда либо defer дош язу собор где пока не загрузится, либо специальные функции, контент до onload. Но это не важно. Давай первый тег скрипта зайди. Первый тег скрипта. Делай, освободи место. Всегда это делай, освобождай место. Мы должны сослаться на этот, то есть source, откуда, где взять файл. CRC, я же сейчас вам подсказки идем. CRC. Все. Этот source, название файла. Script.js. Все. Подчеркнул, значит, он увидел его, он подключил. Ctrl-S, запомни, date. Все. Теперь лака и body tag, div его какой-то, я тебе понятие о div немного. Этих тегов HTML, их очень много, огромный список. Но даже так крутые программисты, их не запоминают. То есть их много, ты себе мозг просто сломаешь, пытаясь их наизусть выучить, они будут постоянно у тебя забываться. Ну, и именно на этом деле постоянно Болбиш и Гладь, он, наверное, знает большинство, или, может, даже все теги знает. Но обычно люди им не заморачиваются. То есть, ты можешь в интернете эти теги нагуглить и посмотреть список, и по ходу дела знакомиться с ним. Там, может, тебе нужно, чтобы на странице аудио сыгралось, то есть аудиоплеер ряд. Так ты смотришь там аудио control tag, там, или тебе нужно еще что-то, там, неважно. То есть, может, тебе таблица нужна. То есть, так, table tag, табличный тег, он может таблица на той странице. В общем, теги ты должен смотреть сам, их очень много. Мы сейчас зайдем на страницу, и я покажу, где ты их можешь смотреть, самый лучший метрик. А сейчас я тебе быстро div покажу, и мы закончим. Под body, да, лакадол. Первый тег. Освободи место там. Все. Пиши div. Все. Ты ж div теги. короче. Сделай этот Enter Detail. Раздень его. Все. Теперь вот этот всю эту бухаягят, баттан массухум в этот тег засунь. Скопируй, cut. Не. Да, еще надо. Скопируй его. Или cut те и бухая здесь. Скрипт трогать могила только. Все. Он находится сейчас внутри этого тега div. Нажми формат, он тебе поправит его, чтобы он читабельный был, хорошо выглядел.
Формат? Правую кнопку мыши и документ формат. Формат документ. Все, да? Значит, и отступы очень важны для читабельности твоего кода. Все программисты их делают. А в языке Python они вообще супер важны, потому что без этого твоя программа не будет действовать. Иди в Яц, ты обнови страницу, ты этот div не увидишь. Хотя он там будет. Суслика видишь, но его... Где? Там есть. Попробуй. Ctrl-S и браузере кажу. Ctrl-S. Открой браузер. Ты не видишь дива. Но он там есть. И когда ты нажмешь на он элементы, алиазинчик и тайл, элементы. Внизу элементы написано. И там есть экранчик с курсором. Элементы, дождь слева. Вот. Нажми его. Нажми один раз и наводи на это лакарел. И ты дивы будешь видеть. Он тебе показывает, какое место кто занимает. Еще выше или ниже здесь поведи курсор, увидишь. Еще вниз. Нет. Наводи. Моя. Он большой див. А вот этот синий, это большой див у нас похоже. Мы сейчас это точно будем знать. Сейчас мы проверим. Зайди обратно в редактор. И head теги, head голова. Body и очень. Освободи место там. Head тега. Только не вверху, можно и вверху. Но желательно внизу это делать. Übersichtlich, олах немцеш. Чтобы это внизу делать всегда. Все-таки это заголовок. Стайл до связи, он тебе тег стайл предложит. Отлично. Расшири его. Нет, чтобы внизу и вверху был. Это такой, как и этот body тег модуизм. Вот. Теперь напиши этот div самый. Div. Значит, уже язык, на котором мы сейчас пишем, называется CSS. Расширение его тоже так же называется CSS. Cascading Style Sheet. Sheet это не sheet из этих фильмов, а sheet это как страница, большая страница бумаги там, или лист бумаги. Называется, или простыня. Простыня дождь по-английски sheet. Но это не тот sheet. Сделай отступ. Но это не точно. Да, но это точно, но это не тот sheet. Так, и красивые эти фигурные скобки. По-английски фигурные скобки модул. Я тебе в тот раз говорил, ты 100 пудов забыл. Да, забыл. Curly braces. Braces это скобки, а curly braces. Curly это завитушки такие витые. Curly braces. Нажми Enter и раскрой эти скобки. Curly braces. Open curly braces. Так, let us write inside something. Так, пиши. Так, div, that's in div мы будем делать, чтобы ты увидел его границу вот этого дива, а с хоной калькулятором, ези подложки, он же должен выглядеть как Windows калькулятор выглядит. Он делал чтобы ты как бы сам до этого допер. Давай сделаем border. Так, border радиус там 2 пикселя, не 2 pixels. px. 2 pixels. Сделай отступ. Solid Бога. Что такое solid, знаешь? Да, конечно, солидный. Нет. Хорошая шутка. Ты это компьютерный геймер, вы? Ты играл в знаменитую игру Solid Snake, Soldier, Metal Gear, играл из нее.
Вот там и был Solid Snake. Был. Solid Бога А по-английски... Snake. Snake это змей. Змея. Да. Solid Бога это твердый, крепкий, ну, в общем, что-то очень твердое. Угу. То есть я говорю ему, что, представь, я сказал бы тебе, напиши вот здесь границы твердым обозначь. Бог дается. То есть твердой линией. Solid. Угу. Зайди в новую строку. New line, please. Mr. Anti-terror, please new line. Right border. Again, border. Yes, write it down, please. Border. Not just border. Right border dash color. Border dash color. Dash. Not dash. Дефис. Черточку. Color. Yes. И border color red. Красный его. Все. Теперь обнови страницу. Увидел, где div находится теперь? Ученик. Это твой div. Да. Ты можешь его в центр поместить, если хочешь сделать его ширину, задать ему ширину, задать ему высоту. То есть у CSS жуткое количество этих комбинаций, различных комбинаций. И ты можешь на этой странице делать что угодно. Но нормальные люди давно вот таким способом этим не занимаются. Есть специальные эти библиотеки, например, Bootstrap, библиотеку. Ты просто к этой библиотеке обращаешься, и там уже куча людей за тебя уже сделала разные стили. То есть их там тысячи и тысячи. Ты можешь эти стили применять и таким способом в продакшенах эффективных и можешь быстро страницы делать. А если ты вручную будешь сидеть и писать там borderline и вложи больше, ты, конечно, понадобится много времени, чтобы сайт делать. Короче, в следующий раз CSS, Animation, Bootstrap, библиотеки и хомшамаривающим. А пока дослужимся этим уроком, что ты создал калькулятор, сумел его создать. Можешь, Хайн, коротко проверить умножение яйцо. То есть попробуй модифицировать свою программу и всего лишь одним этим движением заставить его, чтобы он не прибавлял, а умножал. Можешь такое сделать? Зайди в JavaScript свой. Попробуй эту программу модифицировать, чтобы он не прибавлял, а умножал. Оставить тут референс. Где мы делаем сложение? Результат. Нет, это результат. Где мы делаем сложение? Знак прибавления. Знак прибавления. Да. По строке просто хауна увидишь. Одну строку, другую строку посмотрел. Так, никакого прибавления. Знак прибавления мугую. Number one, number two. Нашел. Сделай там просто умножение, и он умножит тебе эти цифры. Можешь проверить. Как это делать? Смотри, плюс и умножение. Знак умножения – это звездочка на твоем компьютере. Звездочка, да? Да. Все, сохрани. Ctrl-S. И попробуй умножить два числа. Убедился? Опа. То же самое хочешь поделить, хочешь еще там, черт возьми, что-то хочешь там, не знаю, то он будет все это делать. Только ты должен будешь для каждого арифметического действия свою функцию. Все? Так, запись ставим. Stop recording.